Здравствуйте, вы смотрите новости на канале Якутия-24, в студии Иван Лазаренко, и вот главные темы этого часа. Толщина льда на основных реках Якутии меньше нормы на 10-35 сантиметров. Как идет подготовка к паводку? Усиление масочного режима объявлено в ряде муниципальных образований республики. Мирнинское авиапредприятие в этом году отметит полувековой юбилей. В чем или в ком секрет успешного долголетия, расскажет Анна Брянская. Толщина льда на основных реках Якутии меньше нормы на 10-35 сантиметров. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона. Для предотвращения заторов во время весеннего ледохода работы по ослаблению прочности льда проведены на 31 участке в 9 районах на реках Алдан, Амга, Нюя и Токко. Общая площадь зачерненных участков составляет 213 гектаров. По информации гидрологов, вскрытие реки Лены в пределах Ленского и Алекминского районов ожидается 5-14 мая. В районе столицы региона 15-16 мая. В поселке Сангар ледоход прогнозируют с 18 по 21 мая. Вскрытие рек Алдан, Вилюй и также нижнего течения реки Амга ожидается на 1-2 дня раньше сроков. Ледоход на реках северо-востока Якутии ожидается после 20-х чисел мая и в начале июня. А вот в реках Ленского и Алекминского районах толщина льда уменьшилась от 1 до 8 сантиметров. Сейчас возле Ленска она составляет 98 сантиметров. Однако жители считают, что ледоход в этом году будет сложным из-за долгой и холодной зимы. Некоторые уже начали сеять панику в социальных сетях. Сейчас во многих мессенджерах распространяется информация о том, что Ленскому району, в частности городу Ленску, угрожает подтопление. Эта информация ничем не подкреплена, ссылок ни на кого нет. Поэтому я прошу вас дождаться официального прогноза Якутского гидромедцентра, который выйдет 16 апреля. И заверю вас, что ничего подобного мы не ожидаем. Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде муниципальных образований усиливается контроль соблюдения санитарных норм. Так, в столице региона проверят городские автобусы и остановки на соблюдение дезинфекции и масочного режима. Результат подведут в начале следующей недели. Власти Усть-Алданского района также предприняли ряд ограничительных мер. Со вчерашнего дня до 5 мая на территории района отменены массовые мероприятия из-за коронавируса. Празднование Дня Республики и праздника весны и труда 1 мая пройдет в дистанционном формате. Также в Усть-Алданском районе запрещается проведение открытых спортивных мероприятий и организации гастрольных туров. Главам слегов рекомендовано вести строгий учет граждан, прибывающих из других регионов. Айсен Николаев поручил проработать все риски, которые могут привести к увеличению сроков реконструкции аэропорта Якутска. Глава республики накануне провел совещание по реконструкции аэропортовых комплексов в Якутии. Он проверил, как идет реконструкция аэропортовых комплексов в Якутске и Нерюнгри. Это 2 аэропорта, откуда совершаются рейсы за пределы республики. Главе доложили, что реконструкцию аэропорта Нерюнгри планируют завершить в октябре 2022 года. За это время подрядчик обновит взлетно-посадочную полосу и построит новое служебно-пассажирское здание площадью 9 тысяч квадратных метров с пропускной способностью 300 тысяч пассажиров в час. Сегодня готовность объекта составляет 30%. Полвека назад Нюрбинский авиаотряд переименовали в Мирнинское авиапредприятие. В августе организация отметит полувековой юбилей. В чем или в ком секрет успешного долголетия? Наша съемочная группа перешагнула порог аэровокзала и познакомилась с людьми, чей труд не всегда виден пассажирам, но важен для предприятия. Пластиковый чемодан весом почти 13 килограммов удобно разместился на ленте. После контрольного взвешивания ему, как пассажиру, дают билет в виде бирки. Преодолев транспортер, багаж отправляется на погрузку. Этот розовый упитанный пассажир багажного отделения облетел почти всю Сибирь. Летает уже 3 года. По словам его хозяина, его все устраивает, ему все нравится. В день за один рейс таких чемоданов может быть около 200. Хоть багаж и неодушевленный предмет, для него важны комфорт и безопасность. По крайней мере, для его хозяина так точно. Мирнинским пассажирам переживать не стоит. В зоне комплектования работники складывают чемодан к чемодану и аккуратно загружают в транспорт. Мало ли что внутри.
Бригадир Петр контролирует весь процесс погрузки. Это сегодня здесь все механизировано. Багаж на ленточном погрузчике медленно катится до багажного отделения самолета. Раньше чемоданы перекидывали вручную. Оказывается, в складировании багажа есть специальная схема, а положить его как заблагорассудится нельзя. В данном типе воздушного судна не предусмотрены сетки крепления, как в Ту-154 разделялась по отсекам. Здесь 2 багажных отсека в Боинге и третий совсем маленький. Ну, то есть смотрим опять же в зависимости от центровки, складываем багаж согласно центровке самолета, и то есть в каждое направление летит отдельно багаж. В Мирнинском авиапредприятии любят порядок везде, от кабинетов до аэровокзала. Лариса Отбоева – кладовщик административно-хозяйственного отдела. Работа не пыльная, но ответственная. Каждый флакон с мылом на подотчете. Жалсараевна, дай мне, пожалуйста, пакеты, мне нужно для работы. Какие пакеты тебе? Ну, вот эти зелененькие. В подсобке все аккуратно разложено, даже флаги к первомайской демонстрации готовы. Будет у нас нынче демонстрация или нет на 1 Да, мая? сказали, что будет демонстрации на 1 мая. Да, у нас все готово сейчас. К тому же у нас есть, оказывается, остались у нас флажки, у нас есть шары, у нас есть. Ну вот. Классно. Лариса Жалсараевна заведует и канцелярией. Сотрудники знают, кладовщик всегда найдет и выдаст то, что нужно. Мне очень нравится. Ну, как-то, знаете, общение с людьми, это вообще мне очень... Я люблю очень с людьми общаться, мне это нравится. Ну и какая-то польза я приношу людям. А у Алены Павловой своя задача – подготовить кабинет к приходу сотрудников. Протереть пыль, вымыть пол, проветрить кабинет. В общем, отвечает за комфорт на рабочих местах. Женщина свое дело любит. Это с виду она просто убирается, а на самом деле… Я когда убираюсь, у меня времени много, есть о чем подумать. Мечтаю поехать в отпуск в Москву. У меня там квартира. Очень хотелось бы съездить. В Мирнинском авиапредприятии есть свой девиз: о комфорте пассажиров в небе нам нужно позаботиться еще на земле. Этот слоган напрямую относится к нашим героям. И пусть их профессии незаметны, но они важные звенья сложной цепи, которая уже 50 лет крепко держит авиапредприятие. Анна Брянская, Алексей Меркулин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Тем временем в Ленске прошло расширенное заседание коллегии Министерства сельского хозяйства республики. И неудивительно, ведь Ленский район славится своей сельхозпродукцией, и с этого года он перешел в группу сельскохозяйственных районов. Представители из разных улусов Якутии прибыли в Ленск для участия в коллегии. Репортаж с места событий Анны Кожевниковой. В Ленском районе сегодня большой упор делается именно на развитие сельского хозяйства органами местной власти. И с этого года мы перешли в группу сельскохозяйственных районов. Участие в расширенном заседании коллегии Министерства сельского хозяйства приняли свыше 50 человек из 9 районов Якутии. Основные вопросы – реализация госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий и, в принципе, развитие сельского хозяйства в Западной Якутии. На коллегии были предложены главам поселений именно консолидироваться вокруг района и подавать заявки именно, чтобы были районные, да, чтобы главы отдельно не ходили самостоятельно и не подавали, да, а именно чтобы была консолидация. Самый основной вопрос является определение логистического центра, да, какой район, где какими транспортные, кто с кем будет взаимодействовать. Именно этот вопрос сейчас будет обсуждаться. Одной из главных проблем сельхозников на протяжении многих лет стал сбыт продукции. В этом году нюйские фермеры понесли большие убытки именно из-за отсутствия реализации овощей. Много капусты выкинули в этом году, так как объем увеличен, а сбыта самой капусты нету. Ну, картофель реализует его и перебрать проще, и сохранить проще. А вот с капустой посложнее. Точку сбыта именно надо, чтобы разом взять и реализовать, чтобы оно не лежало, не портилось. О строительстве овощехранилища в Ленском районе говорят уже десятилетиями, но в этом году вопрос с мертвой точки сдвинулся. Уже найдено помещение под реконструкцию. Помимо овощеводства, нюйские фермеры всегда занимались и животноводством. Сегодня же поголовье скота сократилось, как и многие другие показатели в Ленском районе в целом. Допустим, за 2019 год в Ленском районе произведено продукции сельского хозяйства
только 67% той продукции, которую производили в 2012 году. Поэтому мы, конечно же, одобряем и поддерживаем решение главы муниципального района, глав муниципальных поселений о предоставлении дополнительной финансовой помощи из местных бюджетов для того, чтобы поддержать работающих сельхозтоваропроизводителей и реализовать те инвестиционные проекты, которые уже приняты вашими депутатами и поддержаны всеми сельхозорганизациями. А поддержка со стороны районной власти колоссальная. Большой упор сегодня поставлен на общество с ограниченной ответственностью «Батамайское». Выполнено поручение Татьяны Осиповой после ее визита в 2019 году. Обновлено стадо. Сегодня предприятие готовится к производству нового продукта – сыра, который должен стать брендом Ленского района. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. К другим темам. Получение взятки в особо крупном размере. В отношении главного государственного инспектора отдела по надзору за подъемными сооружениями и строительным надзором Ленского управления Ростехнадзора возбуждено уголовное дело. По данным следствия, подозреваемый в сентябре 2013 года с использованием своих должностных полномочий в городе Якутске потребовал от директора коммерческих предприятий через механика топливную карту для заправки собственного автомобиля. Взамен руководителю предприятия со стороны подозреваемого было обещано общее покровительство и попустительство со стороны органов Ростехнадзора. Желая бесперебойно работать, мужчина передал топливную карту. Как установлено следователями, за период с сентября 2013 по март 2021 года по топливной карте было зачислено 940 тысяч рублей. Расход ГСМ составил около 15 тысяч литров на общую сумму свыше 710 тысяч рублей. Подозреваемый задержан, расследование продолжается. На следующей неделе в столичных школах начнут работу киберволонтеры. Проект Дворца детского творчества в этом году получил поддержку грант Росмолодежи по пропаганде информационной безопасности в сети интернет среди молодежи. По данной программе в прошлом году школьники города Якутска в формате онлайн обучались киберволонтерству. И вот уже со следующей недели 20 лучших из них будут проводить экспресс-занятия по информационной безопасности. Накануне в стенах Дворца детского творчества состоялось заключительное занятие этой программы. Мастер-класс был посвящен общению со сверстниками и формам работы с детьми. «Память бессмертна». Свою книгу с таким названием презентовал заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Якутской АССР Александр Самсонов. В ней вошло множество фотографий, отзывов, как память о встрече с населением и школьниками Якутии. Александр Парфеньевич объездил почти все города и села республики, чтобы встретиться с участниками войны и в знак благодарности исполнить песни из своего репертуара. К этому часу пока все новости. Оставайтесь на нашем канале. До встречи в эфире.